Доброе утро. Прямой эфир программы «Салям» на телеканале БСТ продолжается. В студии по-прежнему Юлия Санбердина. Меня зовут Сеуш Шермадзаде. В стране до конца июня идет всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы». Это лекции, мастер-классы, советы экспертов. Первый этап эстафеты посвящен семейному бюджету. А кто покушается на наши семейные деньги, Да, вот об этом сейчас сейчас будем говорить. Кто-то скажет, что это он, а я скажу, что это человек, который постоянно, да? Не пора ли мне обновить шубу, может быть, новый телефон? Давно мы не ездили куда-то отдыхать. Не об этом речь сейчас. Мы все-таки про мошенников поговорим. Сегодня о том, как защитить семейные финансы от мошенников. Говорить мы будем со Светланой Валеевой, заместителем директора департамента Республиканского финцентра. Доброе утро. Доброе утро. Да, то есть Сиевуш считает, что покушаются на деньги, судя по всему, супруги. СМС-ки, которые начинаются со слов «малыш», «дорогой», «любимый». Так кто же все-таки? Я сейчас боюсь случайно подтвердить вашу версию, но по статистике Центробанка, но там жертвами мошенников становятся женщины 25-44 года, горожанки среднего дохода, среднего образования. Вот они чаще жертвами становятся, собственно, они сами, они мошенники. Как это происходит? Ну, я бы сказала, что вот в защиту мне хочется их сказать. Кажется, что вот женщины такие глупые и доверчивые. На самом деле просто у мошенников больше триггеров и возможностей этих женщин зацепить. Они там беспокоятся за детей, за пожилых родственников, за семейный бюджет, и их легче вот поймать на каких-то сценариях. Да, больше крючков, за которых можно поймать, выдернуть из какой-то суеты вот, и, соответственно, увести деньги. Я бы хотела сказать, что в любом случае, кто бы из членов семьи не попался на мошенников, плохо будет всей семье, потому что бюджет общий, да, не дай бог там будут какие-то кредиты. Поэтому хотелось бы, чтобы внутри семьи появилась вот такая культура общения о том, что мы делаем, что мы не делаем, да, если дело касается там денег, например. И с разными возрастами, вот поколений, надо немножечко на разные акценты, ну, какие-то разные акценты расставлять. Итак, я так поняла, что нужно с женой обязательно поговорить с девушкой. Да? Ну и дети же тоже, они сейчас много историй, как детей обманывают мошенники. Вот как с ними общаться? Ну, начнем с самых маленьких детей, наверное, да, вот, казалось бы, они еще там денег не зарабатывают, тем не менее, там, с 6 до 14 лет уже можно ребенку открыть карту, привязанную к своему счету, чтобы легче было ему там на карманные расходы, например, деньги давать. Тут главная опасность в том, что маленькие дети играют в компьютерные, в онлайн-игры, а в играх можно покупать там игровую валюту, прокачивать персонажей, и на это обычно родители даже деньги дают ребенку. Но ребенок еще не способен отличить, он общается с реальным игроком внутри игры или там уже мошенник. А мошенники там пасутся в огромном количестве, они начинают с ними общаться, да, внутри игры и говорят что-нибудь там вроде «давай я вот игровую валюту тебе продам», например. Первый способ. Второй, когда с детьми в соцсетях общаются тоже, представляются блогерами, мы понимаем, это легко сделать, там, да, на аватарку нацепить, или там сказать «подпишись на мой канал, я среди подписчиков разыграю 20 тысяч». Ребенок на это ведется, вот такой маленький достаточно. И дальше там уже узнают его возраст, и схема очень простая. Ему говорят: ты сейчас проходишь квест, давай, вот тебе вот такое задание. Найди любую банковскую карту дома. Я реальную историю сейчас рассказываю, которая была вот у нас в Башкирии не один раз. Найди любую банковскую карту, пришли фотографию. Пришли обратную сторону. А вот какой номер у тебя, у родителя, например, да, напиши цифры номера там родителя. А теперь вот продиктуй смс-ку, которая пришла маме в телефон. Ну, мы понимаем, да, что происходит. Они просто проникают в ее, там, либо с банковской карты деньги стягивают, либо попадают в ее интернет-приложение, потому что смс-ки ребенок диктует. И он же не способен понять, что он дает доступ к родительскому счету. Вот эти вещи нужно проговаривать, потому что в Баймаке так вот пятиклассник однажды мамины 40 тысяч просто со счета стянул, не сам мошенник, да. В Уфе второклассник тоже вот так игровую валюту покупал, взял мамин телефон, потому что там так и говорят, вот возьми мамин телефон, например, пришли фотографию там маминого телефона разблокированного. Мошенник видит, какие там банковские приложения, и дальше понимает, что делать. То есть вот таким вот якобы квестом уводит ребенка в то, чтобы вот увести деньги.
Собственно, в этой ситуации вот сестренка увидела, сестра, что ребенок что-то там уже в приложении банка уже лезет, и этот момент остановила. Но в целом очень важно с детьми вот эту гигиену проговаривать, да, что ты банковские карты родительские вообще не трогаешь, да, если тебе надо что-то в игре купить, давай мы вместе это с тобой сделаем, никаким незнакомцам ты номера, смс-ки, ничего вот этого не скидываешь, вообще без разрешения вот эти вещи не трогаешь. Очень важно это проговорить. Слушайте, ну это дети, а подростки, но они же все равно обладают какой-то базой знаний. У подростков есть, у подростков другая опасность, потому что их, во-первых, с 14 лет подросток может уже открыть карту сам на себя. У них опасность в том, что мошенники их могут вовлечь в процедуру дропинга. То есть в такой способ, когда украденные у какого-то другого человека деньги, мошенники не просто одной как бы котлеты переводят со счета на счет, да, чтобы их легко было обнаружить. Они эти деньги распыляют на разные, большое количество счетов, ну, подставных счетов. Потом там где-то снимают, где-то обратно закидывают через банкоматы, все это делают через посредников, для того, чтобы банки и правоохранительные органы дольше вот эту цепочку распутывали. Пока время идет, да, пока они ищут эти следы, деньги уже за рубеж уходят. И вот детей, подростков в это вовлекают в том числе через подработки. Вот сейчас лето, да, дети начнут искать подработку активно. Там в интернете много таких предложений, что вот ты работаешь там курьером, например, да, что-то куда-то отвозишь, привозишь, либо там рассылаешь выигрыши лотерей, есть даже такая легенда. Вот участвуй тем, кто рассылает выигрыши победителям лотерей, а немножко денег оставляешь себе. Такая хитрая схема, что мы через твою карту деньги прогоняем, а небольшой процент ты оставляешь себе. Ну и вот этот, вообще сам по себе вот этот вариант, он есть, когда к детям, даже к студентам, например, подходят там с курса тоже ребята, вербовщики, и говорят: слушай, давай на твой паспорт карту откроем, я буду пользоваться, но я тебе вот там 1000, 5000 за это дам. И если внутри семьи уже принято, что карта мужа там у жены, мама дала свою карту ребенку, да, у него не появляется ощущение, что в этом что-то плохое. Ну, дал я своей картой попользоваться, ну что такого? А на самом деле, по сути, ребенок становится, или там взрослый человек, потому что взрослых тоже таким образом вербуют, он становится вот частью цепочки мошеннических действий. Ну и потом он может получить реальное наказание, да, верно? вообще, если вы там волей или неволей помогаете вот таким образом мошенникам, то это в любом случае уголовная ответственность, неважно, знали вы об этом или нет. Причем такая довольно серьезная. Во-первых, она наступает с 14 лет. То есть надо понимать, если подросток вот оказался в такой ситуации, отвечать будут не родители, а он сам. И там грозят... Ну, во-первых, там, знаете, как квалифицируется? Это либо мошенничество, либо отмывание денежных средств, добытых там другими людьми преступным путем. Ну, так это называется официально. Это могут быть, во-первых, штрафы до 1 000 000 рублей. Это могут быть там ограничения или лишения свободы до 7 лет, могут быть принудительные работы, в общем, очень серьезные наказания за это. Да, Поэтому, об этом стоит предупредить. как минимум, когда ребенок или там кто-то из членов семьи начинает искать подработку, стоит вот внимательно обратить внимание, да, посмотреть, в чем твои обязанности заключаются, что ты будешь делать, как тебя устраивают, официально, неофициально. Еще можно обращать внимание на подростков, как меняется их там поведение. Даже вот у маленьких детей, кстати, если вдруг они вот начали в компьютерной игре, где-то их обманули, у них может быть такое подавленное состояние, когда они понимают, что они что-то не то сделали. Там мама бегает с банком, ругается, потому что у нее деньги пропали, а ребенок понимает, что ему наказание грозит, да, вот здесь. А с подростками надо обращать внимание на то, откуда у них деньги появились. Вот там 8 марта или день рождения, он шикарный букет маме дарит. Сынок, у тебя откуда деньги? Он говорит: вот заработал. Или кроссовки себе дорогие купил, спрашиваешь, да, откуда? Ну, я заработал там, вот. А как ты заработал? То есть вот эти вещи стоит проговаривать. Что давай посоветуемся, где и как ты будешь работать. Мне очень понравилась фраза, которую сказали, да, что финансовая гигиена. Что с детьми нужно об этом разговаривать. Тем более, учитывая в современном потоке, в котором, да, постоянно что-то меняется, и наши дети 6-7 лет уже гораздо умнее, чем мы, в наши 30 порой. Поэтому с детьми об этом нужно разговаривать, им об этом нужно доносить. Вот прямо как сейчас нам об этом говорил Слан Валиев, заместитель директора департамента Республиканского финцентра. Слан, спасибо большое. Итак, ну что мы подытожим? Надо постоянно общаться, быть в отношениях, потому что помимо уголовной ответственности вашему ребенку еще и грозит и порка. Так что будьте аккуратны, берегите детей, их умы, мозги и физическое здоровье. Ну да, действительно, каждый может быть обманутым, поэтому лучше об этом поговорить, чтобы, как говорится, предупрежден, значит вооружен.